Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл лекций, посвященный государственной символике Тувинской Народной Республики. Итак, в 1938 году было принято постановление Малого Хурала номер 28 от 21 сентября, где говорилось о приведении в соответствие лозунга «Пролетарии всех стран и угнетенные араты, соединяйтесь» с его первоначальным вариантом, сочиненным Карлом Марксом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Вместе с лозунгом видоизменился и герб ТНР. Изменили лозунг, изменили цвет национальной одежды всадника на темно-синий, изображение серебряного солнца и серпа с золотой рукояткой. Аналогично изменился и государственный флаг. Следующий флаг и герб были приняты в 1941 году на 10-м Великом Хурале. Они были составлены по советским геральдическим канонам, что отражало проводившуюся на новом этапе ТНР политику сближения с СССР. Государственный герб ТНР состоит из изображения в центре территории ТНР на голубом фоне части земного шара, всадника-арата, скачущего навстречу золотым лучам солнца. В верхней части герба находится пятиконечная звезда с надписью под ней «Пролетарии всех стран и угнетенные народы Востока, соединяйтесь». Внизу под изображением территории ТНР помещены серп и молот, крест-накрест и золотые буквы «ТАР». Композиция и общий вид тувинского герба напоминают советский герб. Коренным поворотом в гербе стало изображение всадника, скачущего не в сторону восхода солнца, а в сторону его заката. Изменился и государственный флаг Тувы. Вместо государственного герба в центре на красном полотнище в верхнем углу появилась надпись «ТАР». 8 июля 1941 года был издан указ ЦК ТНРП и Совета министров об утверждении тувинской письменности, основанной на кириллице. В связи с переходом на новый алфавит в 1942 году надписи на гербе и флаге ТНР были переведены на кириллическую основу. Это были последние государственные символы Тувинской Народной Республики, которые просуществовали до 1944 года. 17 августа 1944 года 7-я сессия Малого Хурала Тувинской Народной Республики приняла декларацию о вхождении Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик. На этом наша лекция закончилась. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.